У нас в Казани нет музыкального театра. В ГИТИСе училось 7 человек из Татарстана, и нам некуда возвращаться. Что-то как-то я начал здесь, но сейчас уже разочаровался. Я окончил Российский институт театрального искусства ГИТИС, Москва, мастерская заслуженного деятеля искусств РФ Михаил Борисович Борисов. Вы его можете знать по русскому лото. У нас выигрывают. Вот, это наш мастер. В ходе обучения, к сожалению, он ушел от нас совсем. Вот, и доучивал нас уже другой выдающийся деятель Владимир Николаевич Панков, основатель театра Центра драматургии и режиссуры, основатель жанра саунд-драмы, который есть только у него. Вот, поэтому наш курс, он прошел такой большой путь. Мы познали и вахтанговскую школу драматическую, психологического театра, и абсолютно противоположное, современное, андерграундное, такой современный театр. Нам повезло, что мы два противоположных театра узнать для себя. Вот. Но вообще наш факультет саунд-драмы, который называется факультет новых направлений сценических искусств. Мы занимаемся музыкальным театром, драматическим театром и шоу. Вот. И поэтому как будто это прям вот то, что мне было всегда интересно. И ты на самом деле сам приходишь к тому, что тебе интересно. Потому что есть там мои же одногруппники, которые ушли только в театр. Я ушел То есть я специализируюсь на музыкальном театре, которого я могу сказать, что нет в Татарстане. Его хотят создать, кстати, в старом здании Камала, уже но нет. это невозможно. Насколько я знаю, да. уже нет. Это самая больная для меня на самом деле тема. Я считаю, что Татарстан один из самых творческих, вокально развитых. То есть у татар есть в крови мелодичность, есть творчество, есть мон. И один из самых мелодичных народов России. И то, что у нас во всей огромной республике, одной из самых, значит, продвинутых и так далее, нет ни одного музыкального театра, профессионального, академического театра мюзикла, в целом просто музыкального, государственного. У нас есть один музыкальный театр там в Зеленодольске, но он получастный. И это невозможно назвать как бы большим государственным театром. У нас в Казани нет музыкального театра. У нас, в принципе, в Казани театров меньше, чем в соседней Йошкар-Оле, которая в 2 раза меньше по численности. Отсутствие музыкального театра для меня огромная проблема, как и для множества моих одногруппников. Допустим, на моем курсе в ГИТИСе училось 7 человек из Татарстана, и нам некуда возвращаться. Потому что, как минимум, ставки в театрах и так далее, они есть только в татарских. Мы учились на артистов русскоязычных, хотя мы можем на татарском работать и ставить на татарском без проблем. Но помимо татарской культуры нам нужно продвигать и русскую и в Татарстане, и музыкальный театр, которого каждый год я знаю несколько человек из Татарстана, из Казани, которые выпускаются в ГИТИСе, в Щукинском училище, в Щепке, в Амхате. Ну, мы все равно плюс-минус все общаемся. И нам некуда возвращаться. Год назад где-то был прием Раиса в ГИТИСе, и там как раз-таки поднимался вот этот вопрос о создании музыкального театра. Он там поднимался с условием того, что он будет, насколько сегодня я знаю, его не будет. Насколько я знаю, в театр Камала переезжает Тинчурина, в Тинчурина переезжает Кариева, а в Кариева что-то непонятное пока. Он думает немножко в более классический жанр, как мне кажется. Потому что для меня, как для музыкального театра, не оперетты, а музыкального театра или мюзикла, это все решается техникой. Это все можно... Ну, то есть все акустические вопросы, их можно технически решить. Потому что мы работаем с большим звуком. Есть специфика театра музыкального. Что такое музыкальный театр? Это самый дорогой жанр.
театрального искусства, потому что он вмещает в себя все виды театрального искусства. Это и цирк, это и иллюзия, это и вокал, это и пластика, это и художественное воплощение, это и технические новшества, и все. То есть это жанр, который должен включить в себя все направления искусства. Соответственно, это самая большая труппа, потому что у нас должны быть представители всех этих жанров. Это самое... В какой-то мере это может быть даже дороже, чем оперы. Но просто оперный театр, опера и балет у нас относятся к элитарному искусству, а мюзикл к массовому, поэтому здесь есть вот эта разница. Поэтому мюзиклы выпускаются гораздо реже, но людей они могут собрать гораздо больше. О востребованности театра я считаю, что говорить нет смысла вообще. Потому что театр, как одна из потребностей пирамиды Маслоу, она в любом случае есть потребность в искусстве, потребность в том самом катарсисе. Но есть другой разговор о том, что воспитан ли зритель. Я считаю, что у нас пока еще не очень высокий спрос на это в Татарстане, в Казани в целом. Хоть у нас и есть как бы среднее предложение, но даже если отсматривать те спектакли, которые там театр Вахтангова, когда приезжает, еще какой-то, когда приезжают к нам театры с гастролями, залы не 100% заполнены. 100% заполняемость у нас только оперы и балета. У нас не заполненные залы постоянно. И это вопрос. Но это вопрос абсолютно, который следует из вопроса спрос-предложения. Зритель все-таки не готов еще. Но его нужно воспитывать, он иначе и не будет готов. Если он это никогда не видел. Иммерсивное шоу Анны Карениной, которое у нас в Казани идет, это же тоже было очень... Ну, это было что-то вообще из ряда вон выходящее, то, что никогда не было. И цены на билет, которые как бы могут шокировать, хотя это абсолютно нормальная цена на самом деле. Вот. Но как-то привыкли. Я хочу пойти на мюзикл сегодня. У нас некуда пойти. В Москве ты можешь сходить, то есть параллельно. Самая главная, самая профессиональная крутая площадка — это, конечно, МДМ. Потом уже там пойдет театр мюзикла, театр оперетты обязательно, в которых есть мюзикловые постановки. Да, но есть как бы 3 главных театра, которые занимаются музыкальным материалом. И есть еще там театр наций, в котором есть мюзиклы, у них кабаре прекрасно есть и так далее. Ну, то есть есть несколько театров. Но у тебя есть выбор, условно, там из 7 мюзиклов, куда ты можешь сходить на неделе. А у нас нет ни одного. Тот же самый «Алтын Казан», который выпускался, который прошел 3 раза, и его, по сути, никто не видел из зрителей. Из обывателей и зрителей его никто не видел, потому что это были один показ на приглашенных зрителей, второй показ на своих зрителей, третий показ там на определенное здание. В этом году я ездил в Нью-Йорк на обучение в Broadway Stage Entertainment. Там, конечно, это мюзикл, это их родина. И как у них устроен entertainment весь, это, конечно, абсолютно другой мир, потому что они занимаются долгосрочным выпуском спектакля. Они действительно могут вложить миллиард, несколько, и потом отрабатывать это множеством лет, потому что тот же самый, допустим, Lion King, на котором, допустим, я обучение проходил как раз, один из самых легендарных мюзиклов, в этом году он идет 20 лет. И они работают 27 дней в месяц. Потому что один театр — это один мюзикл. Одно здание, оно полностью закрыто под один мюзикл. У нас единственный театр в России, который работает по такому принципу, это МДМ. Но у них мюзиклы работают максимум 3 года. Как раз-таки шоу пошло не так, Кэтс, вот, Нотр-Дам-де-Пари, что у них? Шахматы, сейчас было «Ничего не бойся, я с тобой», и сейчас вот будет 14 декабря премьера «Последняя сказка». Это по Аладдину. Перевертыш там.
Вот, это единственный театр, который работает по бродвейской системе. Но они так и называются, на самом деле, Бродвей Москва. Вот. И у них единственных есть лицензия бродвейская. Там половина, не половина, там все мои друзья, мои же артисты из моих работ, мои товарищи, они там работают. Ну, это просто в классическом жанре. Прекрасная постановка. Это очень хороший продукт, очень конкурентоспособный, но он не должен быть в Болгаре. Он должен быть здесь, в репертуаре. Согласна. Вот опять же, мы опять к этой проблеме возвращаемся. У нас очень много крутых одноразовых проектов, на которые уходит колоссальное количество денег, и они сгорают. То я знаю татарский язык, я понимаю и очень люблю его, потому что он во мне. Но есть такая проблема, которую я считаю проблемой. Все татарское искусство, оно нацелено на татарского зрителя. Потому что любой спектакль, который у нас есть про татарскую культуру, он идет на татарском языке. Те же самые Карапулат, те же самые Алтын-Казан и так далее, ну, массовые, про которые мы с вами говорили, они все на татарском языке, и они нацелены на зрителя, понимающего татарский язык. Что меня вдохновило? В Китае есть очень популярная история, шоу, которые называются «Возрождение Китая». Они о рождении нации, о рождении китайской истории, культуры, традиций и так далее. И у них это очень популярно. И я еще до поездки в Китай, я еще лет 5 назад думал о том, что вот что я хочу поставить здесь. Я хочу поставить большое красивое шоу о татарской культуре. И оно обязательно должно быть на русском языке. Оно обязательно должно быть с мелизматикой, с татарскими песнями, то есть с татарской колористикой, с танцем и так далее, с правильным жестом. Но оно должно быть на русском языке для того, чтобы знакомить народ, не знающий традиции, с нашей культурой. Потому что, по сути, те, кто знают татарский язык, они и так знают это. А как будто наша одна из целей или задач наше как сохранение культурного кода, это как раз-таки рассказывать о нем другим. У меня сейчас есть несколько готовых, заготовок для спектакля, полностью написанный. Опять же, просто в чем сложность мюзикла? Опять возвращаясь к тому, что это один из сложнейших жанров, для того, чтобы подготовить так же, как опера, я как бы вообще не претендую туда, но вот мы в этом с ними связаны. С тем, что для того, чтобы разработать концепцию спектакля, ты не можешь ее сделать один как режиссер. То есть как драматический спектакль я могу разработать и поставить один. Мюзикл, музыкальный спектакль, оперу невозможно поставить одному. У тебя должен быть пул специалистов режиссерско-постановочной группы, твоих коллег. Потому что для того, чтобы подготовить проект, тебе минимум с тобой должен поработать художник, композитор, драматург, который будет еще поэт желательно, хореограф обязательно, да. Ну вот, то есть помимо тебя 5 человек минимум должны поработать только над созданием проекта, а потом его могут не принять. Или он может сорваться, вот как у нас сейчас произошло. И у тебя ответственность перед всеми этими людьми. Вот. И вот в этом самая большая сложность работы, если вот про себя, допустим, я могу сказать. Я считаю, что у меня есть классный опыт и крутой бэкграунд для того, чтобы сделать это здесь. Потому что мне хочется... Я вообще вернулся после выпуска из Казани. Мы познакомились с Радой Хавизяной на Эпосе в Болгаре, когда был фестиваль. Мы познакомились с Радой Хавизяной, и я ей сказал, я хочу вернуться. Потому что мне хочется здесь заниматься. Там перенасыщенно, мне хочется вернуться, чтобы здесь заниматься. И вот как бы поэтому что-то как-то я начал здесь, но сейчас уже разочаровался. Сейчас я должен был ставить один мюзикл, но... Нет, мы должны были ставить в Татарской филармонии новый мюзикл. У меня шел прекрасный мюзикл «Снегурочка 2.2». 3 года на сцене Татарской филармонии. Спасибо Кадим Назырычу, директору Татарской филармонии, который первый не побоялся впустить молодого
пацаненка. Да, в профессиональную деятельность. Нет, конечно, до этого у меня были работы с детскими коллективами, еще что-то. Это первый Это полноценный... учеба, правильно? С детскими? Да, много. У меня есть в школе, в которой я учился, мы выпускали спектакль первый с моим главным учителем в жизни, моей Натальей Геннадьевной. Мы выпускали «Маленького принца». Ну, как бы вот это первый полноценный спектакль. Вот. Но я имею в виду, что первый такой уже профессиональный спектакль, на который продают билеты, на который... Ну, это другая ответственность в любом случае. Вот. И это первый профессиональный спектакль, за который мне вообще не стыдно. Сейчас у меня есть спектакль, у меня есть детский мюзикл, который называется «Золотая Семрук». Мы его поставили совместно с частной школой искусств вдохновения с поддержкой Управления культуры Казани. Вот. Они нам помогали с площадкой. В этом году нас пригласили с этим спектаклем в качестве специальных гостей на фестиваль «Музыкальное сердце России». Вот. А это один из главных музыкальных фестивалей в нашей стране. Ну, то есть это фестиваль от театра оперетты, который проводится среди музыкальных спектаклей, мюзиклов, оперет и так далее. Вот. И вот для нас это честь. Наш спектакль «Золотая Семрук». Вот он как раз-таки про сохранение традиций. Наши герои, Амина и Тимур, путешествуют по 5 странам и возвращаются в родной край. Вот. И он про Татарстан. Связано с легендой Семрук нашей. В общем, мы ездили с мюзиклом театра оперетты Анна Каренина. Это единственный российский мюзикл, франшиза на которого выкуплена за рубеж. Это Китай, Корея, еще какая-то страна, не помню. Единственный. Ну, то есть, как Нотр-Дам-де-Пари. То есть, покупается франшиза и играется в разных странах. Вот это единственный мюзикл Анны Карениной, российский, который был выкуплен. А мы ездили То есть, это туровая версия, российские артисты, с мюзиклом Анна Каренина. Мы были в 7 городах, 5 городах спектакли были. Вот. Мы дали 13 спектаклей по Китаю. Мы были Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь, Дангуан, Циндао. Первый город, в который мы приехали, Пекин, это был город, в котором нам выпала честь открывать новый театр, Beijing Performing Arts Center. Это новое здание главного оперного театра Пекина, ну, вообще Китая. У них есть вот это главное здание, капля, может, вы видели когда-нибудь в Инстаграме, там еще что-то. У них на воде в центре города такая капля, театр оперный. Вот. И сейчас построили новое здание от этого театра, второе, типа новая сцена. И вот должны были открывать Cats бродвейские, а открывали мы. Это очень крутой опыт. Была задача сделать так, чтобы как минимум выйти в эфир. Вот. Я считаю, что у меня что-то получилось там придумать по ходу. Было весело, было классно, и мы до сих пор поддерживаем отношения, общение с ребятами оттуда, потому что это интересно, мы все одного возраста, и мы все сейчас все выпустились из институтов, сейчас все где-то работаем вместе, уже где-то пересекаемся, и это интересно друг за другом тоже следить. Этот проект дал большой толчок, оттуда я точно понял, что я хочу работать в этой сфере. Я наполовину татарин, наполовину армянин. Я родился в Ижевске, больше я там ничего не делал. Потом я до 6 лет жил на Урале, а с 1 класса я в Казани. Но я считаю родиной Казань. Они оба ветеринары, преподаватели ветеринарного института Казанского. Вообще никакой связи с искусством.